традиционно один. Это акция устрашения и крымских татар, и всех жителей Крымского полуострова, и вообще в целом Российской Федерации, да, вот на сегодняшний день, когда эти приговоры, все остальное выносится именем Российской Федерации, да, когда всем дают такой посыл. Если власть, в том числе силовики, решили выбрать какую-то жертву, неважно, инвалид он, без ног, без рук, сахарный диабет, у него какой-то еще другой, сердце вырезанное, не вырезанное, мы его поместим в тюрьму. Мы его изолируем от общества, мы будем продолжать над ним вот такие пытки, вроде бы его бить не будут, пытать не будут, электричество никуда подключать не будут, но человек, оказавшись в этой ситуации, когда ему нужна постоянно посторонняя медицинская помощь, да, и плюс и медикаментозная помощь, когда он будет от этого, скажем, отстранен, через определенный период, что, возможно, он вынужден будет признать себя виновным, лишь бы ему там принесли вовремя тот самый инсулин, ему обработали те раны на том протезе, которые периодически возникают, которые надо периодически обрабатывать. И плюс куча разных других вещей, в том числе даже элементарные вещи, как вовремя попить и вовремя сходить по нужде. Сегодня вот это такие, скажем, это такая публичная демонстрация пыток. Для нас состояние человека не важно состояние его здоровья. Для нас важно, что мы сегодня кого-то назначили преступником, и завтра он даже может расстаться с жизнью в условиях вот того, как кто-то там из омбудсменов рассказывал, что там вкусный хлеб, там сытный, калорийный, еще что-то. Условия, ну, чуть ли не как в 6-звездочном отеле. Ну, вы понимаете, вот это все, ну... Как вы оцениваете состояние... Заирбей, как вы оцениваете состояние здоровья Адема Бакирова и чем ему сейчас можно помочь? Вот когда доставили Адема Бакирова, во-первых, со вчерашнего утра, вот, в тот момент в 8:30, по-моему, он оказался на территории подконтрольной Российской Федерации. И вот с этого момента он не ел. Ему не давали скажем, вообще тех медикаментов, которые были в той машине. То есть, а у человека, страдающего сахарным диабетом плюс сердечными заболеваниями, которому нужно там 16 различных препаратов и все остальное, для него этот момент уже начался с пыток. И когда его привезли в Киевский районный суд, на тот момент он еще не ел. Со вчерашнего дня он не ел. И только после того, как уже там наши и адвокаты, и плюс общественные защитники повстречались, когда сходили, купили тот небольшой перечень продуктов, которые можно употребить в пищу диабетику без ущерба для своего здоровья. Ну и потом вроде начали процесс. И тут ему Эдембею стало плохо, у него резко начало скакать давление, уровень сахара в крови. Ему вызвали скорую, и скорая
необходимые процедуры. Ну, я дякую. Этот процесс продлится, но при всем при этом суд не учел ни один из аргументов, а там порядка почти одного тома медицинских дел было Эдема Кирова. И о том, что у него 12 лет назад была ампутирована нога, и о том, что он страдает сахарным диабетом, и о том, что ему проведено было шунтирование на 4 сосудах, и о том, что ему предстоит еще операция. Все это было просто игнорировано. Потому что главная задача, это задача, опять же, запугать всех